Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии можно слушать круглосуточно в любой точке планеты. Если открыть сайт Крым Реалии и найти нашу трансляцию, продолжается эфир Радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню вам номера телефонов, по которым вы можете звонить в нашу студию, задавать вопросы гостю и высказывать собственное мнение, которое важно для нас. Если вы в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой Украины, набирайте номер 044 490 29 05. Не забывайте оставлять свои комментарии в Твиттере и на Фейсбуке. Тема дня. В аннексированном Крыму создали подконтрольной России Совет крымских татар. Он призван обеспечивать обратную связь между властью и населением. Вот сегодня мы поговорим о том, чем будет заниматься новый совет, является ли он заменой Курултаю и какие громкие заявления уже были сделаны. Все это мы обсудим после того, как послушаем сюжет, в котором наши коллеги рассказали, как именно создавался этот Совет крымских татар. Крым в центре внимания. Курултай по-российски. 17 февраля в Симферополе прошел внеочередной съезд мусульман Крыма. Его участниками стали главы мусульманских общин, религиозные служители из различных регионов полуострова, представители общественных организаций. На форуме создали Совет крымско-татарского народа. Его членами стали 15 человек из сфер духовенства, спорта, культуры, медицины и образования, некоторые из которых известны своими пророссийскими взглядами. Среди членов Совета подконтрольный Кремлю муфтий Крыма Эмирали Аблаев и его заместитель Айдер Исмаилов, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Искандер Белялов, основатель Крымского инженерно-педагогического университета, герой Украины Февзи Якубов. Участники религиозного форума призвали крымских татар прийти на выборы президента России 18 марта, которые пройдут и на территории аннексированного полуострова. Председатель подконтрольной России национально-культурной автономии крымских татар Ивас Умеров заявил крымским СМИ: уже сейчас процент его соотечественников, которые придут на избирательные участки, достаточно велик. По разным оценкам различных социологических институтов, порядка 50% крымских татар намерены участвовать в выборах. Я думаю, что данный призыв, данный Курултай, который сегодня проходит, постараемся увеличить этот процент, как минимум в треть. Кроме того, на съезде выступили с инициативой взыскать с Германии ущерб, нанесенный Крыму в годы Второй мировой войны. Депутат Госдумы России Руслан Бальбек заявил журналистам: вопрос компенсации за более сотни сожженных в то время деревень поднимается не впервые. Принимается решение о истребовании репараций с правительства Германии за потери, которые понесли в период немецко-фашистской оккупации. Естественно, это будет не только голос крымско-татарского народа. Сегодня съезд, уверен, поддержит решение съезда и все крымчане. Также участники съезда мусульман представили фильм о достижениях России за 4 года аннексии Крыма. Среди них авторы выделили принятие указа о реабилитации депортированных народов, а также включение крымско-татарского в перечень государственных в Крыму языков. Крым в центре внимания. В эфире радио Крым Реалии, у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о создании подконтрольного России Совета крымских татар в Крыму. И перед эфиром мы связались с пресс-службой Духовного управления мусульман Крыма за комментариями и хотели пригласить их принять участие в нашем эфире. Однако позитивного ответа мы не получили. Как всегда, мы готовы предоставить площадку для обратной связи, но пока вынуждены прибегнуть к крымским СМИ. И послушаем комментарий участника Тальята Шарфединова, который рассказал, что на собрании было принято обращение к крымско-татарскому народу и крымчанам, в котором делегаты призвали принять участие в выборах президента России 18 марта. И, по его словам, делегаты были единогласны во мнении и решили, что поддержка выборов президента – это важный и правильный шаг для крымско-татарского народа. Слушаем Тальята Шарфединова. Я за то, чтобы все мы жили в мире, согласии, строили будущее для своих детей, внуков. Все делается для того, чтобы Крым процветал. На выборы надо идти, потому что мы сейчас все под одной конституцией. На будущее мы будем фигурировать как полноценная нация, если мы пойдем на выборы.
Это был главный месседж, который участники собрания говорили, что это участие в выборах президента России. Давайте послушаем, что, кроме прочего, сказал подконтрольной России вице-спикер Крыма Ефим Фикс, его комментарий. По всей линии съезда прозвучала вот мысль толерантность, мысль, что мы единый народ здесь, в Крыму, мы вместе. Это уже очень важная составляющая, что духовный лидер крымско-татарского народа, человек, который очень много внес позитивного с тем, чтобы был мир, чтобы была толерантность, чтобы вместе жили, я думаю, что это большое событие в жизни Крыма. Это вице-спикер Крыма, подконтрольной России вице-спикер Крыма Ефим Фикс. И он говорит, что важно крымским татарам прислушаться к духовному лидеру крымско-татарского народа, имея в виду муфтия духовного управления мусульман Крыма, да, в Крыму. А с нами на связи сейчас находится Айдер Рустамов, муфтий Думк на территории материковой Украины. Доброе утро, Айдер. Как вы оцениваете прошедший совет крымских татар? Что это, по вашему мнению? И чем этот форум, совет принятый, да, отличается от Курултая крымско-татарского народа? Это так называемый совет, я бы это так называл. Это очередная жалкая попытка вовлечь крымских татар в эти предвыборные процессы, попытаться встроить крымских татар в эту единую так называемую структуру русского мира, побудить их к тому, чтобы они участвовали в этих так называемых выборах, которые не признаются ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения даже российского законодательства. Речь идет о Владимире Владимировиче Путине, который баллотируется уже, нарушая Конституцию Российской Федерации. Вот и все. Как вы считаете, как оцениваете заявление Ефима Фикса, да, по поводу того, что духовный лидер крымско-татарского народа, по его мнению, поддержал выборы президента, да, поддержал выбор, и поэтому все крымчане крымские татары должны прислушаться к этому мнению? Эмир Али Аблаев не является никаким уже духовным лидером для крымских татар. Он продал свою душу, и весь наш народ, он знает. А те, кто не может об этом говорить, те, кто скрывает это, так это скрывает он, потому что опасается за свою жизнь, за свою работу, возможно, в Крыму. Мы все прекрасно знаем, в какой атмосфере живут там наши соотечественники. Сейчас там создается постоянная атмосфера запугивания. Создаются такие условия, когда наши соотечественники должны вынужденно покидать те, кто не согласны. И все мы прекрасно знаем, как приглашали людей на этот форум, объясняя, что это посвящено столетию трагической гибели Намана Челиби-Джихана. Как вы считаете, в среде крымских татар, среди крымских мусульман есть понятие о том, что собой представляет вот этот совет, так называемый совет Шура, да, как его называют, и Курултай крымско-татарского народа, который должен собраться на материковой части Украины? Есть, конечно, понимание. То есть, слава богу, наш телеканал АТР с переходом на новый формат каждый день вещает о том, что происходит в Крыму, о тех репрессиях, о тех обысках. Каждый день проходит аналитика того, кто что сказал, где какой суд прошел и так далее. И практически каждая крымско-татарская семья смотрит этот телеканал, поэтому нас уже не обмануть. В 2014 году, да, глава организации Крым-Бирлиги Ситумер Ниматулаев уже пытался созвать форум неких организаций и пытался созвать Курултай крымско-татарского народа, у него это не удалось. Вот этот совет, так называемый, да, способен ли стать заменой Курултаю, либо это представление о замене существует ныне в Крыму?
То есть они создают этот совет как замену Курултая, правильно я понимаю? Пытаются, да. Я это и отметил в самом начале. Мгм. Сказал, что это очередная жалкая попытка. Да. Создать такую прокладку между, я намеренно, опять же, выбираю это слово, Мгм. между оккупантом и крымскими татарами. И отмечу, что крымских татар на сегодняшний день очень мало, если брать масштабы России, для того, чтобы они, то есть мы, крымские татары, внесли какую-то там картину в общую на выборах, так называемых выборах Российской Федерации. Так зачем же мы так интересны Российской Федерации своим участием в выборах? Очевидный ответ. Для того, чтобы показать всему миру о том, что крымские татары признали эту оккупацию. Попытка. Да, собственно, эта тема и муссируется сейчас в российских СМИ и путает да, иностранных коллег в том числе. Совершенно верно. Мгм. Как вы оцениваете участников этого так называемого форума, да, и этого совета? Вот были избраны 15 представителей так называемого этого совета. Как их оцениваете вы? Они продали свою душу дьяволу, вот так оцениваю. И я напомню, что там в этом списке подконтрольный Кремлю муфтий Крыма Эмирали Аблаев и Февзи Якубов, это президент, да, Крымского индустриально-педагогического университета, герой, между прочим, Украины, Искендер Белялов, да, это член Совета ныне при президенте России по межнациональным отношениям, и Джингис Якубов, ректор КИПУ. И именно участие этих персоналей позволяет, мне кажется, крымским СМИ сейчас говорить о том, что вот лидеры, да, крымских татар приняли участие в выборах России, примут участие и призывают всех крымских татар принять участие в том числе. И напомню, что с нами на связи Айдер Рустамов, муфти Духовного управления мусульман Крыма на территории материковой части Украины. Хотела задать вам еще вопрос, как вы оцениваете заявления, кроме прочего, которые были приняты. Главных их было, напомню, 2. Это обращение к крымским татарам с призывом прийти на выборы и процедура взыскания ущерба с Германией за годы войны. Вот именно это заявление, как вы оцениваете? И почему именно с Германией, например, а не с Россией, которая является правопреемницей СССР? Это просто красиво выглядит на фоне давления международного на Российскую Федерацию, на то, что не отменяются санкции и так далее. А Германия — это часть Европы. Кстати говоря, я также отметил, что ни слова не было сказано о депортации нашего народа. Было сказано именно о репарациях. То есть попытка вот так вот выставить крымских татар вот в таком свете. Мы часть единого многонационального государства. Мы еще требуем, от Европы, которая накладывает санкции на Российскую Федерацию, чтобы она возместила. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был Айдер Рустамов, муфти Духовного управления мусульман на территории материковой части Украины. Это радио Крым Реалии. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. И в эфир самого крымского в мире радио можно дозвониться из Крыма по телефону 8 810 06 926 и с материковой части Украины, набрав номер 044 490 29 05. Оставляйте свои комментарии в Твиттере и Фейсбуке. Нам важно ваше мнение. И напомню, что сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем создание в Крыму подконтрольного России Совета крымских татар, который, по заявлениям представителей этого совета, должен обеспечивать обратную связь между властью и населением. Достаточно прозрачно, на мой взгляд, заявление. А с нами на связи заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Как вы оцениваете создание вот этого совета? Является ли это заменой Курултая? Да, они хотят. То есть власти Крыма оккупационные хотят создать замену Курултая. Было несколько попыток, как уже у вас в эфире говорилось.
создать нечто, что бы представляло всех крымских татар, которое бы могло в сознании самих крымских татар заменить Курултай, и которое можно было демонстрировать миру, городу и миру, России и международному сообществу как легитимный голос крымских татар, которые выступают как за российский статус Крыма, так и, например, за участие в выборах Путина. Мгм. Безусловно, именно это была цель. Получается ли, на ваш взгляд, эта демонстрация? Пока не получалось. Отличие этой попытки в том, что средства, которые вкладываются в муфтият Крыма, они довольно значительные. А Аблаев, сам муфтият, и муфти, и имамы мечетей стали как бы частью бюрократии. Это часть оккупационной власти. Они встроены в систему, они функционируют как чиновники. В этом отличие от всех остальных предыдущих попыток, что используется этот механизм. Но насколько удастся, как сейчас представляется, крымские татары в очередной раз не придут на выборы. И, соответственно, судьба этой шуры опять будет под большим вопросом. И при этом средства, как вы правильно заметили, продолжают вкладываться, да, и мы увидели список делегатов и членов, да, этого совета, 15 человек, которых ныне российские СМИ представляют как лидеров крымско-татарского народа. И просто хочется понять, насколько удается внести сумятицу в среду крымско-татарского народа. Вот Айдер Рустамов, муфти Думк на территории Украины, сказал, что не удастся этого сделать, поскольку крымские татары и крымские мусульмане знают, кто есть кто в их среде. Как вы оцениваете эту ситуацию? Понимаете, нельзя... Я думаю, существует различия. Крымские татары не придут, скорее всего, на выборы, как я прогнозирую, как мне кажется, потому что они отделяют деятельность какого-то имама своего, к которому они теоретически могут относиться в целом позитивно. Мечети в своем районе, в своем микрорайоне, в месте компактного проживания, от его змушенную по-украински вынужденной лояльности, вынужденной демонстрации оккупационной власти. Все понимают эту двойную игру. Но в то же время часть истеблишмента крымско-татарского, которая осталась в Крыму, она всячески демонстрирует, потому что это ее шанс получить новое место, получить доступ к ресурсам, увеличить свой статус, получить назначение в Российской Федерации. Как сейчас Арпатлы получил должность в Карачаево-Черкесии, да? Угу. То есть они в этом заинтересованы, и они будут на это работать. Напомню, что с нами на связи заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Говорим о пророссийском совете крымских татар в Крыму. Как вы оцениваете заявления? Да, их, по сути, это было два на этой шуре, да, на этом совете. Призыв крымским татарам прийти на выборы и призыв, да, по процедуре взыскания ущерба с Германией за годы войны. Почему-то именно Германии, да, были озвучены призывы о репарации, и ни слова не было сказано о России. Того, чтобы не вспоминать Россию и Советский Союз. Надо сместить врага, да. Если напоминать о 1944 году, надо говорить о Сталине, о преступной политике, которая велась в Советском Союзе, о долгих годах, когда не было позволено вернуться на родину, о всех попытках вернуться и о репрессиях. И, был придуман такой довольно странный, я бы сказал, даже дурацкий способ подмены понятий, подмены цели, перенести вот это вот на что-то другое, например, на Германию. Это довольно странный и довольно, как мне кажется, неудачный ход. А как вы считаете? Политтехнологов, которые консультировали, которые дали муфтияту этот сценарий.
Думаете, мировое сообщество услышит эти призывы? Будет ли как-то реагировать? Вы знаете, политтехнологи, которые это придумывали, они смотрят на ситуацию в Европе, например, на те заявления, которые прозвучали в Польше по поводу репараций, которые часть польского истеблишмента озвучивает, что должна была бы получить Польша от Германии, да? Я думаю, что они мыслят вот такими категориями. Ну, и это игра такая. Играючись, привносят, а давайте попробуем вот это. Одним из аргументов вот этого пророссийского совета и, собственно, месседжи, которые на этом совете были, да, постоянно проговаривались, именно указ о реабилитации депортированных народов, и вот его как главное достижение России всегда представляет. Вот как вы его оцениваете и влияние этого указа на жизнь крымских татар сейчас в Крыму? Для крымских татар было очень важно моральная составляющая, то есть извинение, признание вины, признание преступности, акций по депортации и последующих действий по гонениям на активистов, которые пробовали организовать возвращение в Крым. То есть это очень важно. Другое дело, что сам указ оккупационного, российского президента, он не сыграл той роли, на которую они рассчитывали. В Москве долго думали, что надо дать крымским татарам. Да? Понятно было, что надо что-то дать для того, чтобы обеспечить лояльность. Но этот указ стал тем, на что постоянно ссылаются. Это очень частотно, если взять тексты, выступления публичные, материалы в прессе. Это один из наиболее частотно упоминаемых указов российского президента в Крыму. То есть они на это рассчитывают. И если смотреть на дискурс, в частности в социальных сетях, то какой-то эффект, конечно, это имело. Вопрос какой? Кроме того, мы вот говорили о влиянии, да, политтехнологов. Мне интересно, каким образом это происходило, насколько он качественен. Да? Вот, например, недавно, как мы сообщали, прошел в Симферополе так называемый крымско-татарский флешмоб в поддержку Путина. И вот группа молодых людей выстроилась, да, на площади центральной в Симферополе в слова «Путин Алдыга». И уже все сказали, что в крымско-татарском языке нет такого слова, как нет его и, собственно, ну, в казанско-татарском есть, но немножко не в таком написании, да, то есть непонятное слово, и было видно, что очень мало людей приняли участие в этом флешмобе так называемом. Вот это, как вы оцениваете, это провал политтехнологов? Почему? Ну, да, безусловно, провал. Но есть две мысли по этому поводу. Теории. Первая гласит о том, что это было специально для того, чтобы стирать грань между крымскими татарами и поволжскими, казанскими татарами, да? Специально навязывать, убирать крымские татары и обращаться к ним просто как татары, но им использовать в сокращенном варианте. А вторая, которой я придерживаюсь, что это свидетельство крайнего непрофессионализма. В частности, тех кадров, которых в Крым закинули из Башкирии, из других регионов материковой России, из Поволжья, да, которые используют своих карманных политтехнологов, прикормленных, с которыми они работали в Поволжье, и тянут их в Крым. И которые реалии современные не очень-то, судя по всему, изучили, как мы видим. Ну, да. Напомню, что заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов с нами на связи. Есть еще пару минуток, чтобы задать вам последний вопрос о том, как вы оцениваете будущие акции перед выборами президента России в Крыму, поскольку, как мы видим, да, вот сейчас в плане именно привлечения крымских татар, потому что вот флешмобы сейчас активно проводятся, вот встречи в мечетях, которые Духовному управлению мусульман Крыма подконтрольному России, да, относятся, и вот в этот призывы прийти на выборы на так называемом Курултае мусульман Крыма. Что еще возможно, да, в ближайшее время в Крыму, на ваш взгляд, в этом плане? Концерты,
в частности, крымско-татарских коллективов в местах компактного проживания. Работа в школах, когда будут приглашать родителей, когда дети будут устраивать концерты, и это все будет сопровождаться также агитацией прийти. Активизация, не профсоюзов, а таких объединений профессиональных. Участятся публикации от знаковых представителей крымско-татарского народа, из бизнесменов, художественной элиты, журналистов. И список, наверное, мы уже знаем. В разных областях. И я говорю, и список этой элиты, наверное, будут возглавлять люди, вошедшие в этот совет. Ну да, их будет пробовать сделать как бы знаковыми. Их социальный капитал будет инвестироваться российские деньги для того, чтобы увеличить их влияние на весь народ. Ну и мы будем следить за событиями, да, выборами президента России в Крыму. Спасибо вам большое. Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, был на связи с студией радио Крым Реалии. Напомню, что сегодня мы говорили о создании подконтрольного России так называемого Совета крымских татар. Еще раз напомню, что мы пробовали связаться с пресс-службой Духовного управления мусульман Крыма в Крыму за комментариями. И решили они не принимать участие в нашем эфире, но мы готовы предоставить площадку им для их мнения. Это радио Крым Реалии. Оставляйте свои мнения, свои вопросы и темы будущих передач на нашем сайте, в Твиттере и на Фейсбуке. Звоните нам в эфир 8 800 10 06 926 044 490 29 05. Читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров.